14 гектаров клубники. Здесь, в тепличном хозяйстве, в Дранде сбор урожая идет полным ходом. Только за 3-4 дня с этих участков можно получить около 10 тонн самой сочной абхазской клубники. Свои плоды пока что дают 6 гектаров. На остальной территории ягоды еще не созрели. Урожай придется только к следующему году. А вот что касается уже поспевших плодов, впервые их посадили 8 месяцев назад. Мы вначале занимались и перцем болгарским, разным, светофор, помидоры разные. Все это мы делали, выращивали, обеспечивали внутренний рынок, но нам было интересно именно российский рынок охватить. И клубника оказалась такой темой, которая, как вам сказать, это VIP-продукт, наверное, можно сказать. И наша задача была более или менее Абхазию прорекламировать. И сегодня мы тихо-тихо достигаем эти результаты. Более 120 тонн этой клубники с важной и единственной надписью на коробке «Абхазия» отправилась в Российскую Федерацию. Эти цифры значительно превышают результаты прошлого года, когда из Абхазии в Краснодарский край было вывезено только 13 тонн. Всего же с начала 2020 года экспорт абхазской клубники разного производства составил 208 тонн. По словам Баталавицба, на этих показателях сезон не завершается. В планах увеличить сегодняшние цифры вдвое. Мы планируем еще тонн 200 вывести при таком хорошем раскладе. Я думаю, что мы справимся с этим. А в следующий год мы вывезем, скорее всего, и гораздо больше, чем в этом году, потому что мы пока над 6 гектарами работаем, в плане, где мы собираем. У нас посажено 14. Это все догонят друг друга к следующему году. Мы хотим и до 30 гектаров довести нашу территорию, чтобы ее довести до такого состояния, чтобы мы не только юг России охватывали. У нас планы больше, честно говоря, на сибирскую территорию. Главный конкурент Абхазии на этом рынке – Турция. Пока ее экспорт в десятки раз выше. Однако для нас такой очевидный рост может совсем скоро дать иные результаты. Этот объект, пожалуй, самый масштабный по выращиванию клубники в республике. Ежедневно на нем трудятся десятки местных жителей. Задача при этом у всех разная. Одна часть работников собирает урожай, затем его доставляют в сортировочный пункт, где уже другие люди занимаются процессом отбора ягоды. И что немаловажно, ее идеальным распределением в ящиках. Коллектив у нас большой, все работники местные, это у нас одно из главных правил. Слава богу, они есть, имеют желание работать. Рабочие места, которые у нас, они и 100, и более людей, мы планы имеем. Сейчас мы привлекаем по мере работ, по объему. В дальнейшем наша задача привлечь сюда и до 300 человек. Скорее всего, планы будут такие, если мы до 30 гектаров доведем, то единовременно рабочих мест будет на порядок больше, чем сейчас. Главный покупатель этой клубники – россиянин. На местном рынке ее практически нет. Процесс выращивания проходит в тепличных условиях. Однако где-то можно увидеть саженцы и в открытом пространстве. Такой своего рода эксперимент, объясняет Баталавицба, планируется продлить до ухудшения погодных условий. Виола Барганджа, Сасрык Вагухава, Абазатовая.